Я считаю то, что абсолютно каждый из нас живет в своем информационном куполе. Собака после пересадки человеческих органов превращается в человека. Учимся в том числе и переосмыслять эти самые труды. Я думаю, в первую очередь, для чего нужно повышать человеку свою начитанность, это для того, чтобы развивать свое образное мышление. Именно образное мышление помогает нам создавать тот самый креатив и находить необычные решения, казалось бы, непростых проблем. Вот, это во-первых. Во-вторых, я считаю то, что чтение обязательно для человека. Почему? Потому что именно чтение позволяет расширять не только наш кругозор, но и наш словарный запас. В действительности русский язык, он велик, он обширен, и именно в русском языке литература нам позволяет наиболее точно выражать наши мысли и чувства. Вообще произведения Булгакова, они все ведь, как признают и многие критики, и многие читатели, они необычны. И зачастую позволяют человеку вот как раз таки на ситуации взглянуть совершенно, казалось бы, необычной, неожиданной стороны. Да, есть определенно в этих двух произведениях, которые я отношу к своим любимым, такая доля фантастики. Но именно эта фантазийная составляющая, она нам позволяет на самом деле в деталях, как я считаю, понять человеческую сущность. Части выражений человеческой сущности в «Мастере и Маргарите» нам, наверное, очень хорошо позволяют понять те диалоги, которые строит Булгаков между своими персонажами. Это как между Иешуа и Понтием Пилатом, это так и между «Мастером и Маргаритой». Считаю то, что это одни из лучших диалогов, которые я на своем недолгом, наверное, веку, но успел почитать. И это при том, что «Мастера и Маргариту» я для себя открыл в довольно-таки раннем возрасте, знаете. Это любопытство, когда ты в 4 классе учишься, приходишь в школьную библиотеку, которая, наверное, не столь богата, берешь книгу, которую учащиеся изучают, если не ошибаюсь, там, в 9-10 классе, и, так сказать, вообще вначале вступаешь в ступор. Затем, там, буквально пару лет спустя я вновь эту книгу перечитал, ее открыл для себя по-новому. «Собачье сердце» — это тоже, по-моему, одно из шикарных произведений. И «Собачье сердце» чем, наверное, хорошо? Тем, что оно позволяет вот как раз-таки человеческую сущность просмотреть сквозь исторический сегмент, в который вшита вот как раз-таки фантазийная составляющая. Напомню то, что «Собачье сердце» — это какой период? Это период спустя несколько лет после революции 17 года, когда власть в стране сменяется, но опять же вместе с властью сменяется и элита. Элиты, которые при этом продолжают находиться в тесной связи с теми, кто и с предыдущими элитами работал. Это я вот конкретно могу сказать касаемо профессора Преображенского. Он видный светило науки, как его называют в произведении, и там, о нем знают по всей Европе. И если он лечил в свое время тех, кто относился к богатым, влиятельным кругам еще при императоре, то он продолжает это делать и когда власть меняется, приходят к власти коммунисты. При этом очень, на самом деле, забавно наблюдать как за тем, как он воспринимает новую реальность, так и как воспринимает эта самая новая реальность его. Вот, и этим, я считаю, необычным это произведение. Таким же и необычным является в том числе и история вообще сама по себе, касаемо того, что вот собака после пересадки человеческих органов превращается в человека и делает немыслимое. Это забавно наблюдать, осознавать и понимать в том числе, какими мог видеть автор произведения Булгаков. На самом деле, вот все те книги, которые сегодня представлены, которые я по-своему люблю,
в них раскрывается человеческая сущность, наверное, под разными углами. Если мы разбираем книгу Макиавелли «Государь», то тут как раз-таки человеческая сущность раскрывается в разрезе политики, того, что, наверное, является вечным, что человек на самом деле зачастую стремится быть первым, и это заложено в человеке природой. Так же, как и в любом обществе. Всегда есть руководящее меньшинство, слушающееся большинство. И почему это происходит? Потому что всегда общество приводит к тому, что появляется в этом самом обществе структура. Вот, я как человек, который, не скажу, что нахожусь в политике, но, наверное, с ней связан, так как я политолог, так как я журналист, так как я занимаюсь общественной работой. Что могу сказать? Эта книга, опять же, дает очень такое неплохое представление для многих людей о том, что это как раз-таки политика себя представляет. Она неоднородна, она необычна, и, опять же, политика — это то, в чем нет абсолютно черного, абсолютно белого. Те или иные действия, они по-разному, по-своему могут быть как полезны, так и вредны человеку. Книгу Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» называют такой настольной книгой человека, который стремится строить социальные коммуникации и расти по социальной лестнице. Вот. И, соответственно, я считаю, что эта книга на самом деле полезна не только для людей, которые к этому стремлены, в целом для человека. Почему? Потому что коммуникация, она неразрывно связана вообще с жизнью человека как таковой. Почему? Потому что абсолютно в любой коммуникации мы должны уметь как выразить правильно свои мысли, так и верно понять нашего собеседника. Коммуникация всегда есть всего две роли — реципиент и коммуникатор. И как раз таки, как показывает история, это по моей оценке, конфликты, они чаще всего почему происходят? Потому что люди не умеют между собой коммуницировать. Одни не умеют правильно выражать свои мысли, другие не умеют их правильно воспринимать, что приводит к конфликтам и что приводит, наверное, к непростым ситуациям. И считаю, что если люди будут уметь коммуницировать, в том числе с помощью изучения этой книги, наш мир сможет стать хотя бы на чуточку лучше. Чарльз Диккенс — это тот литератор, британский литератор, с чьими трудами я, наверное, ознакомился еще в средних классах. Не скажу, что я был большим поклонником школьной библиотеки, вообще каких-либо, но история Оливера Твиста, его друзей, она запала ко мне в душу, наверное, еще в более раннем возрасте, в детстве, когда я вообще о ней услышал. Вот. Настал период, когда я решил с этим ознакомиться трудом, и что для себя открыл, то что Чарльз Диккенс умел весьма таким насыщенным языком, в красках дать описание, казалось бы, истории, которая может встречаться довольно-таки часто. Вот. И как раз-таки в своих трудах очень часто Чарльз Диккенс делал акцент на чем? На особенностях социального неравенства, того, как, опять же, люди его воспринимают, каким, опять же, конфликтам, к какому недопониманию это может приводить. Вот, опять же, я считаю, что Чарльз Диккенс, его произведение, опять же, о том, как важно, нужно уметь строить коммуникации, и людей правильно понимать. Я считаю, что абсолютно каждый из нас живет в своем информационном куполе, хотим мы этого или нет. И если я буду говорить сугубо за свое окружение, я скажу так, что оно, опять же, неоднородное. И да, есть у меня там определенно любители почитать литературу, самую разную. И есть те, кто, так сказать, литературу, вообще чтение не любят, не совсем любят. Но какая тенденция прослеживается, то что читать становится модным, вновь люди возвращаются к чтению именно книг. Почему? Потому что от цифровых носителей сейчас люди устают. И это, наверное, является такой позитивной тенденцией,
Но опять же важно, чтобы люди читали правильные книги, те, которые будут им, безусловно, полезны. Вот, поэтому книги, которые здесь представлены, я рекомендую к прочтению. Люди во многом сейчас начинают уставать от цифровых носителей, возвращаться к печатным изданиям, наверное. Почему? Потому что информация на цифровых носителях, она сегодня вообще перенасыщает мозг человека. Информации очень много. По официальной статистике каждую минуту выходит столько же информации, сколько там в отрезке вперед 30 лет, 30 лет тому назад. То есть огромное количество и фото, видео, текста. И не всегда эта информация бывает полезна. Это при том, что на каждого человека в нашей стране, опять же, согласно официальной статистике, заведено по 1,5 электронных устройств с выходом в интернет. К чему это приводит? К тому, что человек хочет отвлечься, и, наверное, в книгах он может для себя найти как вдохновение, так и, возможно, ответы на свои такие личные философские вопросы. Безусловно, хорошие авторы есть и сейчас, но я считаю, что всегда нужно помнить о тех, кого назвали классиками. Они ведь этот статус заслужили не просто так. И как раз таки я бы порекомендовал классическую литературу изучать. Авторов много, но если выделять российских, это Тургенев, это тот же Пушкин, это Чехов. И вот это самое народное достояние, это, я считаю, обязательным к прочтению не только в школьном возрасте, но и спустя годы после завершения учебы в школе. Почему? Потому что, когда мы возвращаемся к ранее прочитанным произведениям спустя годы, мы ведь учимся в том числе и переосмыслять эти самые труды, открывать для себя что-то новое. Вот, я считаю, это такой полезной практикой для развития мозга нашего.